Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Сегодня в рамках актуального интервью мы поговорим о новых вызовах, роли и функции современных библиотек. В студии у нас в гостях Галина Кутугутова, руководитель медиацентра Национальной библиотеки Республики. Галина, здравствуйте. Доброе утро. Сейчас очень много говорят о трансформации библиотек. А что именно собой эта трансформация подразумевает? И наверняка и функции, следовательно, меняются. Да, конечно. Сейчас по всему миру идет глобальное переформатирование библиотек, функций библиотек. Сейчас библиотеки становятся, помимо своих родовых функций, сбора и сохранения традиционных документов книжных, да, сейчас библиотеки становятся такими центрами притяжения, досуговыми центрами. И очень важно, что именно они остаются единственными институциями, бесплатными, доступными для всех категорий граждан, вне зависимости от возраста, пола, гражданства. Библиотека всегда такая открытая площадка для взаимодействия и проведения времени. Но помимо вот этого функционального изменения, да, какого-то, сейчас происходит глобальная цифровая трансформация. Это переход на и расширение онлайн-сервисов и услуг. Это глобальная цифровизация фондов библиотечных, и это касается и наших якутских библиотек. Кроме того, на базе библиотек уже открыты секторы электронных услуг, электронных и государственных услуг Центра «Мои документы». И сейчас расширение спектра и онлайн, и офлайн услуг библиотек намного шире, и это такая ступенчатая трансформация. Да, действительно, с оказанием электронных услуг в библиотеку стали обращаться чаще не только за литературой, да, но и за помощью. Но вот известное противостояние электронных книг и книг печатных. Много ли читателей сейчас в онлайн уходят, и от чего, на ваш взгляд, зависит предпочтение современного читателя? Вообще, да, принято считать, что многие сейчас предпочитают онлайн-литературу, потому что, во-первых, появилось очень множество и коммерческих, и некоммерческих приложений. Вот эти фонды электронных библиотек, они намного шире. И это, безусловно, очень удобно взять телефон. И читалки сейчас очень удобные, многофункциональные, да, становятся. И это удобно, это не тратит какого-то времени за хождением, за поиском литературы книжной. Но я предпочитаю и электронную книгу, да, но вот этот пласт читателя, который предпочитает традиционную книгу, традиционное чтение, он все еще очень велик. И если говорить, несомненно, о нашей библиотеке, когда мы запускали такой сервис, как Библиомобиль, библиотека без границ, который был поддержан фондом президентских грантов, это доставка книг на дом маломобильным и пожилым гражданам. И вот этот сервис очень широко, очень популярен, что говорит о том, что есть такой пласт населения, которому необходимо ощутить вот эту тяжесть книги, запах книги. И, безусловно, это дети. Дети в онлайне, они почти не читают. Они читают вот эту традиционную книгу. И мне кажется, что, учитывая, как ходят, посещаемость, какую-то книговыдачу, такие основные показатели библиотек, мне кажется, традиционное чтение, оно все еще очень актуально. Но и не надо, тут спорить, говорить о противостоянии онлайн-чтения и традиционного, наверное, не очень правильно, потому что каждый человек все равно в своей жизни, у него есть какие-то моменты, связанные с традиционной литературой, с традиционной книгой, но в то же время функционально и удобнее использовать онлайн-литературу. Как вы считаете, аудиокниги могут ли здесь тоже составить, но не скажу, что конкуренцию, если у нас нет противостояния, но тем не менее? Аудиокниги — это намного удобнее даже формат, потому что человек сейчас воспринимает информацию постоянно. Постоянное потребление информации, оно происходит везде, инфошум какой-то и так далее. А аудиокниги, они помогают, в частности, и подкасты тоже, да, на какие-то интересные темы, это помогает как-то отвлечься и загрузить свой мозг информацией более такой значимой, более такой, той, которая, может быть, поможет воспитать себя, воспитать детей. Это удобно читать в машине, ты слушаешь аудиокнигу, да, дома ты занимаешься уборкой, и ты потребляешь эту информацию, книгу, да, в таком аудиоформате, это тоже очень хорошо. Присущи ли вызовы и изменения, которые происходят с крупными библиотеками, с библиотеками в глубинках?
Да, мне кажется, да, потому что я совсем недавно в этой сфере библиотечной, но когда я туда пришла, я поняла, что библиотекари — это профессионалы, это люди, которые постоянно находятся в каком-то процессе обучения, саморазвития. Постоянно происходит диалог между всеми библиотеками, и крупные библиотеки, они зачастую становятся такими методическими какими-то центрами для помощи маленьким библиотекам. Также и, например, Национальная библиотека, главная библиотека нашей республики, это методический центр для всех библиотек нашей республики. И вот эти изменения, какие-то трансформации, они обсуждаются всегда на семинарах, которые проходят на постоянной основе. Происходит какой-то такой постоянный диалог между сотрудниками разных библиотек. И очень отрадно видеть, что какая-то маленькая библиотека, которая находится где-нибудь в арктическом селе, у нее там, в Тиксе, допустим, это очень далеко, но там есть робот-библиотекарь, например, да, или где-то запускается тоже сектор электронных услуг, где-то люди делают свои какие-то видеоконтент очень такой качественный. И это происходит. И, конечно, может быть, не сразу, как большие библиотеки типа Ленинка там, и так далее, но все схватывается, и все идет как-то в ногу со временем. То есть именно благодаря этой гибкости и идет приспособление к меняющейся действительности. Да. Галина, вы возглавляете новую структуру библиотеки «Медиацентр». Чем же медиацентр занимается, что входит в его обязанности? Но наш медиацентр — это, без лишней скромности, это уникальный опыт создания на базе культурного учреждения медиацентра, который отвечает не только за функции пресс-центра, да, это еще и создание такого своего уникального видео-аудиоконтента. Также сейчас мы работаем над научно-исследовательским кино. И весь этот контент, он вокруг библиотеки, вокруг фондов библиотеки, вокруг чтения, культуры чтения, традиций чтения. И это, как я упомянула, это не просто пресс-секретарь, СММщик, которые работают традиционно во всех учреждениях, во всех институциях. Сейчас это такая большая команда профессионалов с технической точки зрения, с творческой точки зрения, с научной точки зрения. Так можно сказать. Сколько сотрудников сейчас находится в вашей команде и как команда формировалась? У нас сейчас 10 человек вместе со мной. Команда формировалась, я ее формировала примерно 3 года. И в течение этих лет было несколько опорных пунктов. Это сперва юбилей библиотеки, 95-летие, когда пришло задание сделать документальный фильм юбилейный. Тогда мы уже на договорной основе привлекали и режиссера, и видеографов. Потом опорной точкой стала пандемия, когда буквально все перешло в онлайн, и надо было на коленке создавать какой-то контент, который удержит нашего читателя вокруг библиотеки. Наша команда состоит из совершенно разных людей. Это и библиотекарь-профессионал, это и главный режиссер, документалист, это операторы, это историк, это профессиональный писатель и лингвисты. В таком русле мы как-то работаем и создаем что-то такое уникальное. Вы совсем недавно, кстати, стали победителем во 2-й раз на профессиональном конкурсе. Позвольте вас поздравить. Расскажите, пожалуйста, как вообще шла подготовка? Конкурс библиотеки продвижения организуется Российской государственной библиотекой при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. И в прошлом году мы впервые выиграли номинацию «Лучшая пресс-служба библиотек России». Очень было волнительно и радостно, потому что было более 1000 заявок со всей России. И в этом году мы уже осознанно подошли к выбору номинации, к составлению заявки. И в этом году мы выиграли номинацию, посвященную Году культурного наследия России. Мы уже с конца прошлого года запустили такой комплексный проект, мультимедиа-проект, призванный на сохранение, популяризацию культурного наследия нашей республики. Это такой проект, который по нескольким направлениям. Это и научно-исследовательский фильм документальный про ученого тунгусоведа Глафиру Васильевич. Это такая серия видеозарисовок календарных праздников народов Якутии. Сюжеты туда также входят репортажные. И такой интересный
проект, больше нацеленный на детскую аудиторию, а также на людей, не знающих нашу якутскую культуру. Это «Говорящая старина», где мы говорим от первого лица о предметах быта традиционных народа Саха. Ну и в завершение нашей с вами беседы расскажите, пожалуйста, каковы ближайшие планы и медиацентра, и библиотеки в целом? Ну, как я упомянула в начале, в библиотеке открывается Центр цифровизации культурного наследия республики. Он открывается уже 16 декабря. И основной функцией, как я считаю, этого центра – это сбор, сохранение и популяризация и составление культурного кода нашей республики. Это большое такое событие предвидится у библиотеки. А у нашего же медиацентра в рамках конференции международной «Грибановские чтения» в декабре мы презентуем наш третий документальный фильм про библиографа Николая Грибановского. И делаем в рамках этих же чтений такой первый фестиваль научно-исследовательского документального кино с воркшопом в конце. Участниками этого фестиваля становятся исследователи и киношники, которые занимаются именно научно-исследовательским кино по всей России. Это и Магаданская область, и Петербург. Ну, география довольно широкая, Архангельск у нас еще. И, конечно же, наши институции, которые популяризируют свои фонды, свои учреждения посредством документального кино. Скажите, а вот эти документальные фильмы потом будут доступны для широкого зрителя? Все участники, которые предоставляют свои фильмы, мы с ними при заключении авторского соглашения, эти фильмы будут загружены в медиатеку Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. На сайте nlres.ru можно будет ознакомиться. Ну что ж, с большим нетерпением ждем. Благодарю вас, Галина, за то, что стали гостьей нашей студии и за то, что рассказали нам о деятельности библиотеки, которая переживает трансформацию в наши дни. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о трансформации библиотек. Берегите себя и до встречи в эфире.